Прямо сейчас рабочие заняты демонтажом плит перекрытия и расчищают грунт возле основания конструкции. Делается это для того, чтобы в дальнейшем строительный кран мог подступиться и увезти очередную бетонную плиту в ремонтную зону. К слову, каждая из этих плит весит от 17 до 18 тонн. Несколько бригад дорожных строителей при помощи современной рабочей техники с утра и до вечера заняты восстановлением моста. За рулем отбойника сидит мастер своего дела Хайрудин Зязиков. Дорожным работам он посвятил более 5 лет и поэтому со всей ответственностью подходит к своему делу. Он отмечает, безопасность здесь на первом месте. Бог дик будет делать этому. Сага зехан, зунхан, хамдас, делать этому. Скажи, сказать, хамдас. Ремонт на этом участке автодороги начался в первых числах октября, после того, как был подписан договор между Управлением федеральных дорог «Кавказ» и генеральным подрядчиком. Впереди предстояло немало работ. Опускные колодцы были подмытые, стояли в очень плачевном состоянии. Часть балок, особенно краевые, были тоже размытые дождевыми сточными водами и подверглись разрушению. Также лаборатория дала заключение о том, что мост перегружен. На данном мосту было трехслойное асфальтобетонное покрытие. После ремонта один слой асфальта исключается и порядка 1000 тонн нагрузки уменьшится на мост. В том, что этот мост оказался в таком плачевном состоянии, вовсе нет вины прежних строителей, утверждают представители генподрядной организации. Просто это сооружение было построено в 1996 году и со временем пришло в негодность. Так или иначе, медлить было нельзя. При помощи метода фрезерования рабочие сняли асфальтобетонное покрытие моста и демонтировали защитные слои. В русле реки под мостом была проведена работа по железобетонному укреплению отпускных колодцев и усилению опор всей конструкции. Если до этого основание было собрано из секционных плит, то сейчас здесь планируют уложить цельный монолитный железобетон. Перекрытие будет выравнивающий слой, применяются новые материалы, химические добавки для усиления бетона, для усиления асфальта, бетонной смеси. Будет устроен монолитный тротуарный проход, будет устроено новое перильное ограждение, оно будет чугунным. Учитывая, что это один из самых оживленных участков автодороги, рабочие не забыли провести подготовительные работы и организовать временный проезд автотранспорта. Но порой здесь не пройти, не проехать, особенно в утренний и вечерний час пик. И поэтому больше всего завершения ремонта моста ждут ингушские автолюбители. пробка же, ты там хава еще халхул, или не селин диоканги, вообще цухан. Так, анцеха астуадр, геттердигдар, ну, туадичма гешира халча нахан дигмадис. Хава чхана, давуд чхана уз, пробка шхунде, саха исти бохтер, дику хубертуна. Штхацу. Омагаси, как сказать, ачоха? Охбер. Уз болбежус. Эйрин, сейрин, давудиш, может ху? Моху. После завершения всех строительных работ грузоподъемность моста при въезде в столицу региона увеличится до 100 тонн осевой нагрузки. Запустить полноценное движение на этом участке планируют к середине 2020 года. Специалисты утверждают, после ремонта этот мост обещает прослужить еще не 10 лет. Михаил Тангиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.